За твоих дочерей и сынов, ка была помеж нами любовь, я молюся до Бога и прошу. Хай придет на тебе Божие слово, хай сидит на тебе. Божья радость войдет в наши сердца. Да Бога любовь и доброта, Христова любовь. И хоть тяжкие дни весною, ишь мозогаюсь меж людьми, Божа, край наш прошу, не покинь, заховай от несчастья и греху. Хай придет до тебе Божие слово, хай сидит на тебе. Божья радость войдет в наши сердца. Да Бога любовь и доброта, Христова любовь. Благословенного владарства, Отца и Сына и Святого Духа, теперь и завсюду и на веки веков. Аминь. О, с упокоя Господу помолимся. Господи, смилуйся. За супокой свершению, избавление душ наших, Господу помолимся. Господи, смилуйся. За супокой на всем свете, добрый стан святых Божьих церковей, зидание всех, Господу помолимся. Господи, смилуйся. За эту святую церкву, и ты, что с верой, пошану и страхом Божьим выходите, ей, Господу помолимся. Господи, смилуйся. За святого отца нашего сосветного бискупа Франтишка, Папу Римского, достойного архипастора Леонарда, боголюбного владыку нашего архимандрита Сергея, пошествных святоров, диаконов, христиан, святодуховенства и людей, Господу помолимся. Господи, смилуйся. За Богом стерженную краину нашу Беларусь, за врат належную лады и войска, и весь белорусский народ, за стойкостью веры, мужностью в выпробованиях и верность своему народу всех нас, Господу помолимся. Господи, смилуйся. За этот город, за все города и краины, за верных людей, что живут и Господу помолимся. Господи, смилуйся. За доброе надворье, богатый урожай плодов земных, и за часы спокойные, Господу помолимся. Господи, смилуйся. За подорожников, по морю, земли, по ветру, за недужих, что терпят, за зневоленных избавлений, Господу помолимся. Господи, смилуйся. Как нам выбавиться от всякого гневу, суммы, недостатку, Господу помолимся. Господи, смилуйся. Заступися, жалься, избав и стиражи нас, Божия, лаской Твоею. Господи, смилуйся. Воспомянувши на святую, сошественную, благословенную, славную владарку нашу Богородицу и за святую Деву Марию, и всех святых, сами себя один одного, и все житие наше Христу Богу отдаемо. Тебе, Господи. О, Тебе належится всякая слава, пошанное поклонение.
Сыну и Святому Духу, теперь и завсюду, и на веки веков. Аминь. Благослови душа моя Господа, благословенный Ты, Господи. Благослови душа моя Господа, и все нутро мое, хай славит Имя Святое Его. Благослови душа моя Господа, и не забываюсь и добродействовал Его. Я начешал, я все священствуй Твое, я оздоровляю все немочи Твои. Щедрый Бог и милосердный, долготерпеливый и богатый на ласку. Благослови душа моя Господа, и все нутро мое, хай славит Имя Святое Его. Благословенный Ты, Господи. Еще с упокою Господу помолимся. Господи, смилуйся. Заступись, жалься, избав, и стережи нас, Боже, лаской Твоею. Господи, смилуйся. Воспомянувши на святую, свершественную, благословенную, славную Владарку нашу Богородицу, и завсюду Деву Марию, и всех святых, сами себе один одного, и все життя наше Христу Богу отдаймо. Тебе, Господи. Бо Твоя есть держава, и Твое владарство, и сила, и слава, Отца и Сына, и Святого Духа, теперь и завсюду, и на веки веков. Аминь. Хвали душа моя Господа, разу все житье мое буду хвалить Господа. Буду песня славить Бога моего, покуль буду жить. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюду и на веки веков. Аминь. Один народный сильнее слова Бога, Ты несмяродный. Деля нашего избавления захотел принять тело от Святой Богородицы и завсюду Девы Марии. И не зазнавший смены стался человеком. Ты был укрижован в кресте Божьей смертью, снищивший смерть. Будучи одним со Святой Троицы, ровным славой Отцу и Святому Духу звал нас. Еще с упокою Господу помолимся. Господи, смилуйся. Заступися, сжалься, избав, и стережи нас, Боже, ласкою Твоею. Господи, смилуйся. Воспомянувши на святую всешественную, благословенную, славную Владарку нашу Богородицу, и завсюду Деву Марию, и всех святых, сами себе один одного, и все житье наше Христу Богу отдаймо. Тебе, Господи. Вот и добрый человеколюбный Бог, и Тебе славу отдаем Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюду, и на веки веков. Аминь. Владарстве Твоим вспомни нас, Господи, счастливые
чистыя серцем, бо яны бачать Бога. Счастливые миротворцы, бо яны будут зваться сынами Божьими. Счастливые тыя, кого проследуют за правду, бо их есть владарство небесное. Счастливые вы, коли вас крыльят и проследуют, и кажут всякую неправду на возделяние. Радуйтесь и тешьтесь, бо нагорода ваша в небе великая. Мудрость. Устаньте. Придите, поклонимся и припадем до креста, Сыне Божий, что воскрес из мертвых, збавил нас, якие пяем Тебе. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ты зашел с вышини милосердный, похование принял крах земное, как нас вызволить от терпения, життя наше и воскресенье. Господи, слава Тебе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Ты воссташь из могилы, взнял померлых с собою, и Адама воскресил, Эвотежится в Твоим воскресенье, и все концы света радостно святкуют. Твое ж мать милосердный из мертвых стане, теперь и завсюди и навеки веков. Аминь. А векунка христиан беззаконная, каданица до Творца несомненная, не погорди молениями грешников, али як добрая, спешно приди на подмогу нам, якие кличем Тебе доверливо. Почуй хутко молитвы, отгукнися на просьбы Богородица, надейная заступница Ты, что шануют Тебе. Вот и святый Боже наш, и Тебе славу отдаем Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюди, и на веки веков. Аминь. Святый Боже, святый Божий, святый несмяротный, жалься над нами. Святый
жалься над нами, святий вельможа, святий моцний, святий несмяротний, жалься над нами. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Святый несмяротный, жалься над нами. Святый Боже, святый моцный, святый несмяротный, жалься над нами. Будьмо уважливые, мир усему. И Твоему Духу. Мудрость. Рахимен, виконвайте обетования, даденные Господу Богу нашему. Виконвайте обетования, даденные Господу Богу нашему. Бог ведомый в Юдеи, у Израиле великое имя Его. Виконуйте обетования, даденные Господу Богу нашему. Виконуйте обетования, даденные Господу Богу нашему. Мудрость. Читание послания святого апостола Павла до Ефесам. Слухаємо уважливо. Браты, молю вас, я, вязень у Господі, поступать годно покликання, яким ви покликані, з усьою покорою і лагодністю, з довготерпливостю, терпячи один одного у любові, стараючися заковать єдність духа у союзе спокою. Одно есть тело і один дух, які ви покликані в одной надії вашого покликання. Один есть Господь, одна вера, один крест, один Бог і Отець усіх, який над усіми і през усіх і во усіх. Мир читальник. И Твоему Духу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Придите, будем радостно славить Господа, будем пять Богу, Збавителю нашему. Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Станем з вдячністю перед обличчям Ягоним, у піснях уславим Його. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Мудрость. Устаньте, будем слухать Святое Евангелие. Мир усім. И Твоему Духу. Читання Святого Євангелія поводле Луки. Слава Тебе, Господи, слава
уважліва. У той час законнік нейкі падышоў да Ісуса і, спакушаючы яго, сказаў: «Настаўнік, што мне рабіць, каб унаследаваць жыццё вечнае?» Ён жа сказаў яму: «У законе, што напісана, як чытаеш». Той жа сказаў у адказ: «Узлюбі Господа Бога твайго ўсім сэрцам тваім, і ўсёю душою тваёю, і ўсёй сілою тваёю, і ўсім разуменнем тваім, і бліжняга твайго, як самога сябе». Ісус сказаў яму: «Правільна ты адказаў, рабі гэта, і будзеш жыць». Але той, хочучы апраўдаць сябе, сказаў Ісусу: «А хто мой бліжні?» На гэта Ісус сказаў: «Чалавек нейкі ішоў з Іерусаліма ў Ерыхон і трапіў да разбойнікаў, якія раздзелі яго і паранілі, і пайшлі, пакінуўшы ледзь жывога. Выпадкова адзін святар ішоў той дарогаю і, убачыўшы яго, прайшоў міма. Таксама і левіт, быўшы на тым месцы, падышоў і, убачыўшы, прайшоў міма. А нейкі самаранін, што быў у дарозе, натрапіў на яго і, убачыўшы яго, зжаліўся. І, падышоўшы, перавязаў раны яго, узліваючы алей і віно. І, пасадзіўшы яго на сваю жывёліну, прывёз яго ў гасцініцу і паклапаціўся пра яго. А на другі дзень, ад'язджаючы, дастаў 2 дынарыі і даў гаспадару гасцініцы і сказаў яму: «Паклапаціся пра яго, а калі болей, што патраціш, я, як вярнуся, аддам табе. Каторы з гэтых 3, здаецца, табе быў бліжнім? Таму, хто трапіў да разбойнікаў». Ён жа сказаў: «Той, што ўчыніў яму міласць». Сказаў жа яму Ісус: «Ідзі, і ты гэтак рабі». Слава Ісусу Христу! Дорогие браты, сестры, сябры! Сённяшні ўрывак Евангелия складаецца з 2 частак. І ў першай частцы нейкі законнік спрабуе спакусіць Ісуса, задаючы яму правакацыйнае пытанне: «Настаўнік, што мне рабіць, каб унаследаваць жыццё вечнае?» Ісус, аднак, прапануе яму самому знайсці адказ у Святым Пісанні. І вось законнік, нечакана нават для сябе, фармулюе запаведзі любові, якія знаходзяцца ў пяцікніжжы Майсея, калі, вядома, ведаць, дзе іх шукаць. «Узлюбі Господа Бога твайго ўсім сэрцам тваім, і ўсёю душою тваёю, і ўсёю сілою тваёю, і ўсім разуменнем тваім, і бліжняга твайго, як самога сябе». У другой частцы нашага фрагмента Евангелия Господ расказвае прыпавесць. І робіць ён гэта дзеля таго, каб дапамагчы законніку адказаць на наступнае яго пытанне: да каго гэтыя запаведзі могуць быць прымененыя? Або інакш кажучы, хто мой бліжні? І вось законнік, выслухаўшы прыпавесць, а можа быць, гэта была і сапраўдная гісторыя пра самараніна, які дапамог незнаёмаму юдэю. І вось законнік, выслухаўшы гэтую прыпавесць, сам робіць выснову: бліжні гэта той, які зрабіў яму, збітаму разбойнікамі чалавеку, міласць. Мы добра ведаем, што паміж юдэямі і самаранамі існавала варожасць. Чаму? А таму, што юдэі лічылі іх самаран адступнікамі ад праўдзівай веры.
Але ў прыпавесці, уласна, самаранін учыніў міласць. А гэта значыць, што самаранін, гэты адступнік і варожы элемент, з'яўляецца бліжнім збітаму вандроўніку. І вось тут, пакуль мы не згубілі ланцужок нашых разважанняў, давайте звернемся ізноў да першай часткі фрагмента сённяшняга Евангелля, у якім законнік цытуе слова Пісання: «Узлюбі бліжняга твайго, як самога сябе». І такім чынам аказваецца, што належыць любоў бліжняга, такім чынам аказваецца, што належыць любіць бліжняга як самога сябе нават тады, калі ён апынуўся тваім ворагам і адступнікам. Аднак нехта скрупулёзны можа запярэчыць дадзеным момант і звярнуць увагу, што гэта толькі тады, калі чалавек аказвае нам добро. Тады ён можа называцца нашым бліжнім. І вось для такіх людзей, асабліва для такіх, Господ адказвае апошнімі словамі сённяшняга фрагменту Евангелля: «Ідзі і ты рабі так». Рабі гэтак, як самаранін з прыпавесці, чыні міласць. Іншымі словамі, мы не павінны чакаць, пакуль пра нейкага чалавека дазнаемся, што ён з'яўляецца нашым бліжнім, але мы самі пакліканыя стаць бліжнімі для тых, хто ў патрэбе. Мы дакладна ведаем, што за апошні год шмат хто з нашых суайчыннікаў апынуўся ў патрэбе, і многія з вас ім дапамагалі ці дапамагаюць. Але цяпер на нашай мяжы з Польшай знаходзяцца чужынцы, уцекачы, мігранты, і да іх у многіх з нас не найлепшае стаўленне. І вось пытанне: ці мы зможам перамагчы нашу перадузятасць і стаць для них бліжнімі? На жаль, на старонках сацыяльных сетак я сустрэў безліч варожай рыторыкі і перадузятасці. Мы, беларусы, вядома, за пэўным выключэннем, не жадаем станавіцца бліжнімі для мігрантаў. Мы не жадаем аказваць ім міласэрнасць, не жадаем бачыць у іх такіх самых людзей, як мы, і тым больш любіць іх, як саміх сябе. У чым праблема? Чаму нам не хапае эмпатыі, великадушнасці? Чаму мы не можам паставіць сябе на іх месца? Чаму мы адмаўляем ім нават у элементарным спачуванні? Ці не таму, што мы самі рэдка звяртаемся да крыніцы любові, крыніцы, якой ёсць сам Бог. Мы не чэрпаем з ёй і таму самі не маем любові і сіл любіць нават сябе, а таму як мы можам полюбіць бліжняга? Сябры, чужынцы на мяжы – гэта лакмусавая паперка для нашага нібы талерантнага грамадства. І гэтая паперка сёння выразна нам сведчыць: навярніцеся. Дык давайте навернемся да Божай любові. Амінь.
Скажем все разом, все души, все думки наши, скажем. Господи, смилуйся. Господи, всемогутный Боже, сон наших, молимся Тебе, пошуй нас, измилуйся. Господи, смилуйся. Змилуйся над нами, Боже, по воды Твоей великой милосердности, молимся Тебе, пошуй нас, измилуйся. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Наше молимся за святого отца нашего Всесветного епископа Франтишка, Папу Римского, достойного архипастора Леонарда, боголюбного владыку нашего архимандрита Сергея, и всех у Христе братов наших. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Наше молимся за Богом стяженную країну нашу Беларусь, за врат нежные влады и войска, и увесь белорусский народ за стойкостью веры, мужностью в выпробованиях, и верность своему народу всех нас. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Наше молимся за братов наших, святород, диаконов и монахов, и всех братов и сестр наших у Христе. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Яще молимся за годных памяти основанников этой святой церкви, и за всех ранее дошедших отцов и братов наших, які тут и на кожном іншому місці спочивають. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Яще молимся за все человечество, яке терпит с причины поширения пандемии, за всіх бездопоможних і розгублених, за хворих, і за тих, хто дано їм служить, і так само за померлих. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Яще молимся за доброчинців этой святой церкви, за тих, що приносять дари, працюють і співають її, і за всіх тут присутних людей, які чекають від Тебе багаття Твоєго змилування. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Вот Ты милостивый, человеколюбный Бог, и Тебе слава отдаем Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюду и на веки веков. Аминь. Еще с упокой Господу помолимся. Господи, смилуйся. Заступися, сжалься, избавь и стражи нас Божию ласкою Твоею. Господи, смилуйся. Мудрость, как мы будучи, завсюду по такой Твоей могутной ладе Тебе славу отдавали Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюду и на веки веков. Аминь. Мы что тайны спасал, мы что тайны спасал, прославляем, прославляем.
Отца нашего, Всесветного епископа Францишка, Папу Римского, достойного архипастора Леонарда, боголюбного владыку нашего архимандрита Сергея, пошествных святородия, якому Христе, все духовенство Бога, стероженную краину нашу Беларусь, урад, належную ладу, засновальников и доброчинцев этой святой церкви вас и всех правоверных християнам, хай вспомните Господь Бог своим владарством на все часы, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Как нам принять улада Руси, якого необычно, необычно сопровождают ангельские силы. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Дополни молитву нашу Господу. Господи, смилуйся. За принесенные божественные дары Господу помолимся. Господи, смилуйся. Милосердностью одинородного Сына Твоего, за яким благословен Ты, и Твой все святые, добрый, животворчий Дух, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Мир всем. И Твоему Духу. Будем любить один одного, как нам однодушно вызнавать. Отца и Сына, и Святого Духа, Тройцу единосотную и нераздельную. Деле мудрости, будь тьма уважная. Веру в одиного Бога, Отца Всемогутного, Творцу неба и земли, башного всего и необачного, и одиного Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, одинородного, от Отца народженного перед усими веками, светло от светла, правдивого Бога от правдивого Бога, народженного, нестворенного, одиносутного зайцом, праз якого все стало быть. И Он деля нас, людей, и деля нашего избавления, сошел с неба, принял тело от Духа Святого и Марии Девы, и стався человеком. Был укрижованный за нас при Понском Пилате, терпел и был похован, и на третий день воскрес сгодно с Писаниями, и взошел на небо, и сидит по правой руце Отца, и знов придет в славе судить живых и мертвых, и Его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Господа Животворчего, яке от Отца походит, якому належится поклонение и слава разом за Отцом и Сыном, який говорил праз пророков, у одинную святую повсюдную апостольскую церковь, вызнаю один их рост для отпущения грехов, чекаю воскресения мертвых и життя будущего веку. Аминь. Станем добро, станем со страхом, уважливо святое херование мира приносит. Дар миру, окряру хвалы. Ласка Господа нашего Иисуса Христа, любов Бога Отца и супольность Святого Духа, хай будуть со всеми вами. И с Духом Твоим. Узнимем гору сердце наши. Не возняли их до Господа.
мы упали, знов поднял, не переставал робить все, как возвести нас на небо и даровать нам Твое будущее владарство. Дзеля гэтага дякуем Табе и Твоему одинородному Сыну и Духу Твоему Святому. Дякуем за все добродействия, ведомые, неведомые, явные, тайные, якими Ты нас обдарил. Дякуем Табе за эту службу, якую Ты захотел ласкаво принять з наших рук. Хоть перед Тобой стоять великий множество арханелов, без лишь анелов, херувимы, серафимы, шестикрылые, шматвокие, які, взнявшиеся высоко на крылах, пироможную песню поют, ускликающие, припевающие и кажущие. Святый, 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 Господь сил, небо и земля, полные хвалы Твоей. Госанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит в Твое имя Господнее. Госанна на вышинях. С гэтыми благословенными силами человеколюбной владары и мы ускликаем кажучи. Святый и все святы Ты, одинородный Твой Сын и Дух Твой святый. Святый и все святы Ты, великая хвала Твоя. Ты так полюбил Твой свет, что Сына Твоего одинородного послал, как кожный, кто верит в Его, не загинул, а имел життя вечное. И Он, прийшовши, исполнивши весь провід для нас, у ночі, яку Його видали, або хучей, коли Он сам отдав себе за життя світу, взяв хлеб у свои святые, все чистые, безвинные руки, отдавши подяку, поблагословивши, осветивши и основавши Его, дал святым своим учням и апостолам, кажучи. Берите, ешьте, это тело мое, что за вас ломится для отпущения грехов. Аминь. Так само чашу, після вечері кажучи. Пейте, з'ївся, это кров моя нового заповету, что за вас и за многих проливается для отпущения грехов. Аминь. Мы ж памятующих это исповедный заповед, и все, что для нас дарилось, крыш, похование, воскресенье на третий день, взыход на небо, сидение по правую руце, другое славное близкие. Приносим Тебе Твоих, деля всех и за все. Тебе хвалим, Тебе благословляем, Тебе дякуем, Господи, и молимся, и молимся, и молимся, Тебе, Боже наш, Боже наш. Особливо за наисвятую, всечистую, наиблагословенную, славную владарку нашу Богородицу и за всюду Деву Марию. Достойная самоправды, называть счастливою Тебе, Богородицу, вечно благословенную и беззаконную, Мати Бога нашего, мощь годную
архієпископа Франтішка, папу Римського, достойного архіпастора Леонарда Боголюбного, владику нашого архімандрита Сергія, заховайте святих Твоїх церквах, усупокой целости, доброй славе, здоровья и духовицы, как они могли верно научать нас словом Твоей правды. И всех, и все. Вспомни, Господи, тих, что приносят дары для святых Твоих церквах, роби добро памятуйся полубогих и на сих пошли Твоей милости. И дай нам едиными устными, единым сердцем славить и хвалять Твое пошествие вечное имя, Отца и Сына и Святого Духа, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. И хай будет с милости великого Бога, избавца нашего Иисуса Христа, за всеми вами. И с Духом Твоим. Вспомнивши всех святых и шедших, спокой Господу помолимся. Господи, смилуйся. За принесенные, священные, божественные дары Господу помолимся. Господи, смилуйся. Нам, человеколюбный Бог наш, принявший их на свой святый небесный духовный хлябник, якорный слово и духовность духовную, поставленному взамен свою Божскую ласку, и дар Святого Духа помолимся. Господи, смилуйся. Как нам выбраться от всякого гнева, суму, недостатку, Господу помолимся. Господи, смилуйся. Заступися, сжалься, избав, и сторожи нас Божию ласкою Твоею. Господи, смилуйся. Как бы весь этот день был доскональный, святый, мирный и безгрешный, Господа просим. Дай нам, Господи. Ангела спокою, верного наставника, опекуна души тела наших, у Господа просим. Дай нам, Господи. Пробощение, отпущение грехов и провин наших, у Господа просим. Дай нам, Господи. Всего, что доброе и корыстное для душ наших, и супокой для свету, у Господа просим. Дай нам, Господи. Правда життя нашого, супокой и покаяние праведству, у Господа просим. Дай нам, Господи. Християнского конца життя нашего, безбольного, бездокорного, спокойного и доброго отказу на страшном суде Христовом просим. Дай нам, Господи. Попросивши единства веры и супольности Духа Святого, сами себе и один одного, и все житие наше Христу Богу отдай нам. Тебе, Господи. И здрави нас достойными владару, с полным довером и без осуждения, смей свертаться до Тебе, Бога Небесного, и рождается и казать. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам грехи наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Бо Твое владарство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. И просим. И Твоему Духу Головы ваши Господу схилите. Тебе, Господи. Дякуем Тебе, небашнему владару, что Твой безмежной силой все створил, и безднешней милосердности Твоей привез из них это добытяние, Господи, с небесал, на Тых, что схилили голову свою перед Тобой, да не схилили их перед тем крыльёю, але перед Тобой всемогутным Богом, Ты Твой владаром, принесенные туда всем пору, раздай кожному поводу потребы. Будь сподорожниками по морю, земле и по ветре, а здоровых хворых, лекарю душ и тела. Ласкою, милосердностью человеколюбства, Мати народного Сына Твоего, с яким благословен Ты, Твой все святый, добрый, животворший Дух, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь.
спорадил мне грешному, измилуйся надо мною. Боже, тут спорадил мне грешному, измилуйся надо мною. Будьма уважнюя, святые речи для святых. Один святый, один Господь, Иисус Христос, на славу Бога Отца. Аминь. Хвалите Господа с небесов, хвалите Его на вышинях. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Веру, Господи, и вызнаю, что Ты соправды Христос, Сын Бога Живого, что пришел на свет збавить грешников, серед яких я самый перший. Веру так само, что это соправды Твое святое тело и почестная кровь. Молюсь о Тебе, жалься надо мною, и даруй мне мои провины, вольные и нешвольные, які я зробив словом і учинком, свядомо и несвядомо. И дай мне без осуждения принять Твои святые тайны для отпущения грехов и життя вечного. Зроби меня сегодня, Сыне Божий, удельником Твоей тайны вечери. Я не зdraджу ворогам Твоих тайны и не дам поцелунку, як Юда, але як разбойник узнаю Тебе. Успомни меня, Господи, в Твоим благодатью. Нехай принятие святых Твоих тайн будет мне не на суд и осуждение, але для здоровления души и тела. Со страхом Божьим, верою и любовью приходите. Благословенный тот, кто приходит в имя Господня. Господь Бог изъявился нам. Тело Христово примите, покаштуйте, приняйте несмяротности. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, тело Христово примите, покаштуйте, приняйте несмяротности. Аллилуйя, 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 тело Христово примите, покаштуйте, приняйте несмяротности. Аллилуйя, 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 тело Христово за нас охрана, тело Христово за нас охрана, Христова кровь за нас пролитая, Христова кровь за нас пролитая, Христовый Бог за нас пробитый, Христовый Бог за нас пробитый, Христово сердце для нас открытое, Христово сердце для нас открытое, Христовый крыж
всюди, і на веки веков. Аминь. Хай наши пусты будуть полные, хвалы Твоей, Господи, как нам принять славу Твою, бо Ты зробив нас достойными быть удельниками святых Твоих божских несмиротных и животворчих тайнах. Заховай нас у Твоей святости, как нам весь день научаться Твоей справедливости. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Устаньте, тримавши воски святые, все чистые, несмиротные, небесные, животворчие, страшные Христовые тайны, достойно подякуем Господу. Господи, смилуйся. Заступися, жалься, избав, стиражи нас Божию ласкою Твоею. Господи, смилуйся. Попросивши, как бы Ты весь день благосконали, святыми и безгрешны, сами себе один одного, и все житие наше Христу Богу отдаемо. Тебе, Господи. Вот и священие наше, Тебе славу даем, Отцу и Сыну и Святому Духу, Теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Ходим с миром. Господу помолимся. Господи, смилуйся. Господи, яки благословляешь Ты, что благословляет Тебе, освящаешь Ты, что ускладает на Тебе надею, спав людей Твоих и благослови набыток Твой. Заховай в целости церкву Твою, и освети Ты, что любить красоту дому Твоего. Ты их услал Твою Господу силу, и не покинь нас, и сподеемся на Тебе, даруй спокой всему свету, церквам Твоим, нашему белорусскому народу, належным ладом нашим, и всем людям Твоим. У всякой доброй даре, дар досконал, заходит заверять Тебя, Отца Светла, и мы Тебе славу, подяку и поклонение даем Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Господу помолимся. Господи, смилуйся. Всесветный владар, беспредельный Боже, Ты весь свет створил и законы для всего установил, кожному место признашил, а род людский так бесконцу полюбил, что Сына Своего Единородного послал на землю, как все стукли огромную науку и души следом за Ему ошли в Твое небесное владарство. Мы, дети белорусского народа, як могли, слухались Твоих загадов, але деле человечей слабости часто падали и сневажали Тебе своими грехами. Теперь молим Тебе щиро, даруй нам наши провины, нашу недбаностью относинах до себе и до інших, даруй так само тим, кто кривдив нас и зневажал. Борони нас от блюда ворожия, и дай нам и ворогам нашим духа соправдной христианской любови, дай нам єдність веры, сходу в громадском и семейном житті, загаи наши особистые и народные раны души, які мы сами себе вчинили, або от неприятеля отримали. У нашем штуденном житті святи наш розум Твоим евангельским светлом, как мы заховывающие Твои приказания, перемогли все тяжкости и терпения, и завсёды Тебе благословляли, и пошли белорусскому народу охверных слухов своих, якие праведным, сумленным и мудрым житьем и деятельностью вели к одолевшие доли. Дай нам, святое духовенство, благослови наши семьи, как у кожны с них дбала батька и охверная мать, слушная шире, святой любовью, виховували Тебе на славу батьківщини на користь своїх діток. Особливую ласку дай молоді, как вона отримала глибоке християнське згадування і виросла на корисних синов і дочок свого народу. Благослови наши дошасные достатки, не дай гинуть марно тем талентам, які Ты посылаешь у наш народ, але дай им свободно развиться и закрасовать Тебе на славу и всему людству на користь. Благослови працу селянам на ролі работников на фабриках, ученых письменников, мостаков, как з їхней допомогою белорусский народ мог разумно и прихоже жить и развиваться. Тебе, всечистая Богородица, наша Небесная Мать, просим, покрый нашу краину Твоим святым покровом, и пусть нашей опекункой и заступницей, и Ты, святая Ефросинья, светница Беларуси,
все святые заступники белорусского народа, молитесь за нас неспинно, как мы стались народом святым, які виконує волю Божию и свое посланство, и как мы унесли свою кладу, огульное добро тут на земле, а в прыжном житии отрымали вечное счастье, и неспинно отдавали славу, пошаны поклонение Богу, Троице Единому Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюду и на веки веков. Аминь. Пойдут имя Господне, благословенное теперь до веку. Пойдут имя Господне, благословенное теперь до веку. Пойдут имя Господне, благословенное теперь до веку. Благословение Господне, хабуди на вас ласку, и вы человек рабство на все часы, теперь и завсюду и на веки веков. Аминь. Слава Тебе, Христе Боже, надежда наша, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Отче, благослови. Христос, правдивый Бог наш, який восход из мертвых, молитвами всечистой своей Мати, святых славных и умных похвал апостолов, меж святыми Отца нашего, Иоанна Златоустного, арцебископа Константинопольского, молитвами святого Иозафата, арцебископа Полоцкого, молитвами святого апостола Филиппа, святых славных и ровных апостолов, наставников славянских Кирилла и Метода, меж святыми Отца нашего, Кирилла епископа Туровского, святой Мати нашей, Ефросинии Полоцкой, светницы Беларуси, и всех святых заступников белорусского народа, молитвами святых и праведных, Бога Отцов, Якима и Хана, всех святых, возмилуйся над нами, спавит нас, Твой добрый человека любец. Аминь. Христос посеред нас. Есть и будет. Сідайте на хвилину короткие объявы парахіальные. По-перше, я хотел нагадать, что сегодня мы так само узгадывали святого Филиппа, и это знак, что уже завтра начинается передкалядный пост. И это значит, что як и кожный раз, когда мы распочинаем пост, мы мобилизуем наши некие внутренние духовные высилки. Не йде мова про то, как одразу сесть на диету, хотя так само хтось може відмовитися, наприклад, додатково від м'яса у середу, ті некий ще інший день, ті відмовитися від чогось іншого, що вельми моцно любить, але коли це не буде сполучатися одночасово з некими висілками нашими внутренними, духовными, но тоді это, скажем так, на мой погляд, не має великой коштовности. Просто такое выражение знешнее. Это знешнее выражение не покликаны до того, как допомогши нам зробити внутренние висилки. И другое, что я хотел еще сказать, менавіта хотел прочитать вам поведомление конференции католических епископов в Беларуси относно допомоги мигрантам, які знаходяться на белорусско-польской границе. Решу, что важно познайомиться с этим поведомлением конференции католических епископов. Поважанные святары, браты и сестры монашеских супольностей, дорогие браты и сестры во Христе. Вот уже несколько дней на белорусско-польской границе протягивается беспрецедентный кризис с мигрантами. Его ахвярами являются беженцы з країн Близкого Сходу, серед яких есть дети и молодь, які весь этот час находятся в лагере под голым небом непосредственно перед державной границей. Эти люди находятся в критичной ситуации, позбавлені необходных сродков для життя и терпят з причиною голоду, отсутности даху над головой и элементарной медицинской допомоги. Як християне мы не можем бути обыяковыми до речаїсності людського терпіння, маючи завсюди у пам'яті Слово Ісуса Христа.
Я был голодный, и вы дали мне есть, и прагнув, и вы напоили меня. Был голый, и вы опранули меня. То, что вы зробили одному з гэтых братоў моих меньших, вы мне зробили. Наш маральны абавязак далучыцца да справы дапамогі мігрантам, якія ў гэты час знаходзяцца на дзяржаўнай граніцы, таму звяртаемся да вас, шановныя святары, з просьбай арганізаваць матэрыяльную дапамогу ў наступных формах. У бліжэйшую нядзелю 14 лістапада 2021 года ва ўсіх парафіях усіх 4 дыяцэзій на Беларусі правесці збор скарбонкі грашовых ахвяраванняў, якія належыць перадаць Карітас Гродзенскай дыяцэзіі з прызначэннем на дапамогу бежанцам. Існуе магчымасць таксама перадаць грашовыя ахвяраванні Карітас Гродна праз сістэму электронных плацежоў АРИП. Пры парафіях горада Гродна арганізаваць збор матэрыяльных сродкаў, цёплае адзенне розных памераў, абутак, сродкі асабістай гігіены, коўдры, дзіцячыя рэчы, пелюшкі, памперсы, адзенне і гэтак далей. Можна таксама дадаваць прадукты харчавання за выключэннем свініны, належыць доўгім тэрмінам прыдатнасці, якія не патрабуюць спецыяльных умоваў захоўвання. Сабраныя рэчы і прадукты харчавання будуць сабраныя парафіі з парафій супрацоўнікамі Гродзенскага Карітас і перададзеныя патрабуючым. Ужо цяпер дзякуем усім, хто адгукнецца на гэтую просьбу аб дапамозе і праявіць салідарнасць з людзьмі, якія апынуліся ў цяжкім жыццёвым становішчы. Няхай вам аддзячыць всемагутны Бог, а Найсвятейшая Панна Марія, Маці Міласерднасці, апекуецца вами. Мінск, 12 лістапада 2021 года, з пастырскім благословеннем каталіцкія біскупы Беларусі. Гэта мы можам яшчэ абмеркаваць паведамленне пасля заканчэння нашай службы. А цяпер заспяваем магутны Божа. Магутны Божа, владарцу светаў, вялікіх сонцаў і сэрц малых, на нашу
Тебе, Господи Боже мой, что Ты не откинул меня грешного, але полечил достойным быть удельником Твоей святостью. Дякую Тебе, что Ты удостоил меня принять Твои святые дары, але человеколюбный владар, что для нас помер и воскрес, и даровал нам гэтые страшные животворчие тайны, для добра и освящения души и тела. Дай, как были и мне, для оздоровления души и тела, для прогнания всякого супротивника, для просветления в очей сердца моего, для супокоя душевных моих сил, для веры непохистой, для щирой любови, для исполнения мудрости, для захования Твоих заповедов, для повеличения Твоей боской ласки и для сягнения молодарства Твоего. Как я захован ими в Твоей святости, был завжди памятный Твоей ласки, и жил уже не для себе, але для Тебе, нашего владара и доброчинца, и закончивши гэтое житье в надеи життя вечного, досягнув непроминального супокою, где безупынно чутный голос святых, и панує вечная радость тых, что оглядает невыказанную красу Твоего Твоего. Бо Ты соправдное жадание, и невыказанная радость тых, что любят Тебе, Христе Божьем, и Тебе все створение и слава, во все веки. Аминь. Всемогутный, спрадвечный Боже, Ты не хочешь смерти грешника, але жадаешь, как навернулся и был живым, и яки послал для нашего избавления одинородного Сына Твоего, яки нам наказал: просите, и будет дадено вам, шукайте и знойдете, стукайте и отчинить вам. Да теперь преподаем с крушливым сердцем, и слезьми молим Тебе, не суди нас, а и милостиво отверни от нас праведный гнев Твой, и сути смертоносную пошесть, что в этот час род людский до час на ним и мечом сече. Смилуйся над нами, Господи, смилуйся над нами. Избавь людей Твоих, как жили здоровыми по воле Твоих приказаний, и прославляли имя Святое Твое. Заступись и заховай от этой згубной пошести нашу батьківщину и наш народ. Ура, Ты всі, что стерагут целость и спокой нашей краины. Вывел от ее этой город и все города и вёски. Змилуйся и наведай Ты, что терпят от этой хворобы. Подними их с ложа немощи и дай им здоровье души и тела. Души ж Ты, что от этой хворобы и правой веры и надею воскресения уже спадшие, супокой святыми Твоими, где нема ни волю, ни суму, ни плачу, а лет житье без конца. Молитвами Наисвятейшей Богородицы и за всюду Девы Марии, заступництво святых бестелесных сил и ангелов-охотников, лаской и человеколюбством одинородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, якому належится всякая слава, пошана и поклонение, разом за вечным Твоим Отцом, и с святым, добрым и животворчим Твоим Духом, теперь и за все, и на веки веков.